Добрый вечер. Сегодняшняя тема - это вот природные катаклизмы и насколько готова власть и, государственные органы реагировать на такие катаклизмы, вообще в целом наше государство. Потому что невозможно только ждать помощи от государства, но от государственных органов. Нужно еще говорить о том, чтобы было совместное какое-то, участие, местных жителей, вообще. Правила нашего эфира те же. Сперва я на кыргызском говорю свое мнение, потом я говорю на русском языке, в конце я перехожу к вопросам и ответам. Итак, поехали. Но Кате и в других районах произошли стихийные катаклизмы, сели, оползни. К сожалению, погибли люди. В первую очередь хотел выразить свои соболезнования родным и близким, которые потеряли э, членов семьи в этих катаклизмах. А, и терпение им. Во вторую очередь хотелось бы немножко проанализировать, что произошло, и понять, насколько мы готовы, и на будущее определить шаги, чтобы мы могли быстрее реагировать на такие ситуации. Мы могли, с меньшими потерями, может быть, все это пережить. Это на самом деле проблема не государственных органов и не местных жителей. Это проблема в целом страны, потому что вот первая непосредственная обязанность государства - это обеспечение как раз таки безопасности, даже в таких ситуациях. Вот. Нужно выстроить программу, целую программу взаимодействия государственных органов и, прежде всего, самого МЧС, да, чтобы даже если их ночью разбудили, они знали каждый, где он должен стоять, с каким инструментом он должен стоять и, что он должен делать. То есть для этого, для того, чтобы люди, органы, закрытыми глазами все это делали, оперативно и быстро, нужно проводить соответствующие учения постоянно. Потому что стихийные бедствия, сели, наводнения и оползни происходят из года в год. Это, гадалки не ходи, это у нас будет. Поэтому мы должны, в первую очередь, выстроить такую стратегию, чтобы как можно максимально оперативно реагировать на такие ситуации, и, каждый знал свое место в любой период времени, да. То есть нужна нужен КАМАЗ для того, чтобы бульдозер, он должен стоять здесь. Как мы видим, из видеокадра и вообще из рассказов, что происходило в Наукате, что сотрудники МЧС, что сотрудники других госорганов, и вообще местные жители, наравне с местными жителями, э, просто сами ныряли вот в эту воду, переходили эту воду и на руках перетаскивали людей, да. Ну, то есть эти моменты должны быть учтены, и, эти события показали, что госорганы к этому не готовы. Второе - это, э, пр информация. Чем быстрее в таких ситуациях передается информация, тем оперативнее реагируют, и местные жители, тем оперативнее реагируют и сами государственные сотрудники государственных органов. В условиях, когда идет цензурирование, даже Facebook, пользователи социальных сетей боялись, рассказать информацию, они присылали, а, мне, да, потому что сами напрямую в открытую боялись, настолько напугали людей, что, а, информацию, даже предоставить такую информацию оперативно через социальные сети - это, люди преодолевают страх. Я не говорю про, СМИ даже.
потому что СМИ настолько на сегодняшний день цензурированы, что передавали одну и ту же информацию. И сель начался в 4 дня, и только к 10 вечера, к 10-11 вечера, начала поступать информация о тысячах людей, которые оказались запертыми в горах, а, не могли пройти, и, не было ни связи, ничего, никто не знал, что с ними происходит. Вот. И, хорошо там Facebook пользователи начали об этом трубить, говорить, потом уже час ночи был создан областной штаб, уже ночью начали прибывать из других регионов сотрудники МЧС, и других государственных органов, да. Вот, и это, это говорит о том, что, информация — это самое важное. И чем, власти больше закрывают информацию, тем сложнее это преодолевать, и тем, дольше эта информация будет доходить до самих же государственных органов. Ну, на следующий день, конечно, приехали госканалы и начали, свою работу по пропаганде и пиару. А, и, но, в самый ответственный момент, когда нужна была оперативная информация, там никого не оказалось. И более того, были попытки прикрыть эту информацию. Потому что, почему-то они считают, что вот, Темиров там, с э, пользователи социальных сетей, которые говорят о проблемах, да, они вот враги народа, и их надо, пытаться закрыть и, пытаться всех арестовать и запугать, да, чтобы они вообще даже не имели права, хоть слово писать. Но это имеет обратный эффект. Именно в таких ситуациях вы получаете обратный эффект, когда информация очень долго будет доходить, до людей, которые должны оперативно принять решение. Вот. И, говоря о программе действий, да, в таких ситуациях, это, конечно же, каждый раз надо проводить учения. Не просто вот так вот на вручение техники выстроить там, сотрудников МЧС в параде, да, в линеечку, а каждый день должны проводиться учения, как переправлять, через бурную реку людей, учения о том, как спасать людей, которые оказались отрезанных от, населенных пунктов, да, в горах и так далее. Вот. И второе, ну, вертолет — это отдельная тема. Вертолет, и эти события показали, что вертолет был куплен, только для, того, чтобы возить первых лиц, там, президента и так далее, туда-сюда. А, И 2 вертолета были куплены не для МЧС. Хотя Эрбул Султаналиев в свое время, да, он был пресс-секретарем Садыр Джапарова, когда покупались эти вертолеты, аэробусы, дорогие вертолеты, каждый из них там от $3 миллионов и выше. Он говорил, что эти вертолеты покупаются для того, чтобы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, сократить это время. Но мы не сократили это время, потому что 4 дня мы знали, о селях, Э, ближе к ночи мы узнали о том, что вертолет нужен для того, чтобы, иметь какую-то связь, с людьми, которые находятся в горах, отрезанными от населенных пунктов. И вертолет прибыл только на следующее утро. Сделал пару рейсов, показательных, сняли, как бабушек, дедушек сажают в вертолет, перевозят. А, на след на следующий день он возил уже Акылбека Джапарова туда-сюда, в Наукате. Вот, почему он не взлетел? Очень, классно, что, сам один из пилотов этих вертолетов, Умербек Шакиров, начал отвечать у меня в комментариях, и пояснять, детали произошедшего. Он говорит о том, что мы ночью не могли вылететь, это запрещено правилами. Но в правилах было записано: если у вас нету
спецоборудование для полетов в таких природных условиях, то вы не можете летать. Естественно, возникает вопрос: почему, вертолеты МЧС не оснащены прожекторами для полетов ночью, там, и другими. Помимо этого, у пилота должен быть летный стаж в этих природных условиях, да. Полеты ночью, в дождь, там, в туман и так далее, в условиях горной местности, да. То есть, если этого стажа нет, если он только возит туристов там в Аларча и обратно, до Иссык-Куля и обратно, в ясную погоду днем, то, естественно, откуда этому опыту взяться, да? Поэтому, но и сразу скажу, что вертолеты были куплены, не для таких вещей. То есть честно признайтесь, передайте вертолеты из, подчинения МЧС, а, в управделами президента. Их, недавно им передали компанию IRTG, там, где находятся, все, самолеты правительственные, которыми пользуются члены правительства. Передайте, чтобы мы на эти вертолеты не надеялись. Второй вопрос: где вертолет, который был подарен? Ну, Садыр Джапаров сказал, что купили за бюджетные деньги. Путин сказал, что мы подарили. Кому верить, не знаю. Вот, и где этот вертолет? Опять же, пилот Амирбек Шакиров ответила на этот вопрос, что, этот вертолет, переданный России, МЧС Кыргызстана, он не снят с регистрационного учета в России и не может летать в Кыргызстане. Якобы из-за войны, в Украине, можем попасть под санкции, если, вертолеты МЧС России будут летать, да. Вот, но прошло уже практически сколько, полгода и больше, до сих пор этот вопрос не решается. И белый вертолет Ми-8, хоть и не новенький, но все равно хоть как-то оснащенный для таких случаев, он, и побольше он будет по вместимости, да, он стоит, без дела, да, потому что, не снят якобы с регистрационного учета. Вот, в принципе, все. То есть по этой теме, резюмируя, могу сказать: первое — это информирование. Э, Репрессии и цензура дают обратный эффект и в условиях чрезвычайных ситуациях, и вообще, для общего развития страны это пагубно, потому что, хвалебные оды, на госканалах, они, не дадут, того не дадут, такого критического опыта для того, чтобы понять, где же все таки проблема и как ее решать, да. И второе — это все таки неготовность, государственных органов, в первую очередь МЧС, к подобным ситуациям. Хотя, изначально мы должны предполагать, что у нас будут сели, оползни и так далее. Вот, неготовность, абсолютная неготовность. Можем только на парадах стоять при получении какой-то техники, но, минимальные, ну, я, по крайней мере, не нашел новостей об совместных межведомственных учениях по реагированию на ситуации по, селевым потокам, там, камнепадам и так далее, да. То есть нету такого. А, это должно быть отточено до автоматизма. У каждого сотрудника, у каждого спасателя он должен знать, где он должен стоять, что он должен делать, и у него должны быть соответствующие физические кондиции, постоянная готовность к таким ситуациям. Вот, теперь перейдем к вопросам-ответам. Канча адам өлдү, бийликтен кабар жок деген суроо келди. Азыр, акыркы маалымат боюнча 10 адам тапты. Бул 1-июлга, 1-2 июлдагы маалымат. Азыр 4-июль болду. Азыр дагы
канча дене табылды белгисиз же издебей калыштыбы, таштадыбы, андай маалымат жок азырда. Ким бирөөдө маалымат болсо мага социалдык тармактардан жазсаңар болот. Себеби өзүңөр корксоңор, бийлик басымдык кылып атса, анда мен аркылуу элге жеткизүү мүмкүнчүлүк бар да. Мен уктум, вертолет бер орулууну көтөргөнү Жалал Абадтан 800.000 сомго алып барып берет экен. 800.000 сомго алып барып берет экен. Неме 800.000 билбейм. Алар өздөрү айтып атат да, концалар, анан кийин пилоттор деле айтып атат, мындай ачык эле жарыя бар. Вертолеттор, берки ак вертолетту 1 саат учканына $1800, берки кара вертолетту 1 саатына $2400 алат экен. Эми Жалал Абадка барып келиш, баягы ким эле Лазат учут эле го, ошондо 157.000 1 саатка төлөнүптүр. 150 Жалал Абадка барып келиш, бул деген канча? 2,5 саат, 3 саат. Ошондой эле 800.000 болуп калат го. Эми доконцалар айтып атат, ушундай ар бир адам ижарага алганга укуктуу деп. Бирок мен азыр деле айтып кеттим, анда буну МЧСтен алып башка жака же туризмге берип койгула, же башка айткыла. Бул вертолеттор МЧСке алынган эмес. Бул ушул ижарага алып туристтер нары бери ташыганга деп. Ар бир адам ижарага алышы мүмкүн деп айтып жүрө бергиле. Бирок бул МЧСке алганы МЧСтин ишин кылыш керек. МЧСтин ишин кылып, күнү түнү пилоттор турист ташыбай, күнү түнү алар лётный стажа көбөйтүп, тоолук жерлерде, туманда, караңгыда учканды үйрөнүш керек. Лётный стажды көбөйтүш керек. Анан кийин ушундай ноокатта болгон окуяларда тез арада түнү болобу, күнү болобу, жамгыр болобу, барып учканга даяр болуш керек. Биз болсо ушу бир нерсе болсо эле, бул мына сайтта жазылуу, ижарага ала бергиле деп. МЧСтин вертолеттор МЧС өзгөчө кырдаалга колдонуш керек. Туристтерге колдонсо, анда туризмге берип койгула. Агентство туризмге берип койгула. Бул вертушка военныйбы же гражданскийбы? Уже жооп бердим окшойт. Бул вертолет МЧСке жазылган, бирок негизи бул туристтерди анан ойноткону, анан кийин президентти комфорт менен аэропортко жеткизип, же болбосо Ысык-Көлгө жеткизип ойноткону. Болот, бирок биз бийликтен коркпош керек. Бийликтен корккону нерсе бул деген мамлекет өнүккөнүн токтойт деген нерсе да. Канчалык резиденцияларды курабы, асмандарды курабы, бардык экономика алдыга түткөн бул мамлекеттин эли. Канчалык деңгээлде элди басынтып өнүккөнгө мүмкүнчүлүк бербесе, ошончолук мамлекет өнүкпөйт. 1-2 адам өнүгүшү мүмкүн, байышы мүмкүн, бирок толук мамлекет эл менен өнүкпөйт.
Ошо тиги учак вертолет жарандарга арналган. Военный болсо 15 адам батмак, Бишкектин тиги учагы 5 кадам гана көтөрө алат экен. Ошо МЧСтин сылтоосу менен өздөрүнө 3-4 местолук 5 адамдык вертолет алыптыр. Эмне дейбиз? Алыпсыңар, өзүңөргө өткөрүп алууга МЧСке башка вертолетторду алып бергиле. Ошол эле. Да, вот Иосиф Сталин деген колдонуучу жазыптыр. Во-первых, вертолеты не соответствуют для использования в ЧС. Это прогулочный туристический вертолет. И об этом я и говорю. Это а, под предлогом для МЧС они были куплены для того, чтобы возить первых лиц, потому что на вертолете Ага-хана было много вопросов, когда они летали. А на вертолетах там Ми-8 военных им очень некомфортно летать, поэтому они под видом того, что купили для МЧС, купили его чисто для себя, гражданские, комфортные, туристические и так далее. Вот. Пусть, я говорю о том, что пусть заберут его в AirKG, в правительственную авиакомпанию, и пусть его как хотят использовать, да, раз купили. Но будьте добры, в следующий раз для МЧС покупать вертолеты с лебедками большей вместимости и с прожекторами для того, чтобы летать и ночью, и в любых погодных условиях. Вы живой? Здесь комментарии говорят, что вас нет живых. Я живой. Так, в принципе, давайте на этом завершим. На следующей неделе об этом поговорим. Завтра в 9:30 утра в Ленинском районном суде продолжится судебное заседание по нашим журналистам. 4 до сих пор находятся в СИЗО. Им отказали даже в апелляции по мере пресечения. Вот. Из 11 журналистов 4 в СИЗО и а, 2 девушки тоже находятся в СИЗО. Э, и завтра будет продолжение этого шоу "Судилище над нами". И я говорил или не говорил, но, там отдельные дела уже, выведены на меня и на других людей, которых они не могут найти и так далее. Так, акыркы суроо камчы эмнеге, сизди кууп чыкты Кыргызстандан деп жазып турат. Себеби биз эч нерсе карабай иликтөөлөрдү жүргүзүп атабыз, коррупциянын бетин ачып атабыз. Коррупцияга аралашкан ошол эле Камчы Ташиевдин туугандары болгон. Анан биз чыгаргандан 2 күндөн кийин мага чөнтөгүмө наркотик таштап, андан кийин дагы бир топ 15 жыл мурун окуядагы нерселерди чогултуп, фальсификация кылып, баягындай жок нерселерди жаздыртып, анан кийин ошол шылтоо менен депортация кылып жиберишти. 5 жылга чейин Кыргызстанга келе албайм. МВДдин айтышы боюнча бир күнү замминистр айткан ошентип пресс-конференцияда. Балам болсо күндү санап жүрөт, 4 жыл калыптыр деп коет. Бирок мен ишенбейм 4 жылдан кийин деле бул бийлик калса, алар дагы бир шылтоо таап узартып ирет деп ойлойм. Ошондуктан мурун айтып кеткендей эле, бул бийлик
басынтып, коркутуп, элдерди коркутуп алганга аракет кылып атышат. Эми аны бул башка тема, аны кененирээк сүйлөшөбүз. Рахмат чоң, көрүшкөнчө.